Как я начала писать? Ну, начала писать 21 год. Такой совершенно неподходящий момент, когда у меня только родился первый ребенок. Он был еще грудной. А мне попалась такая статья о наших 3 казанских царицах, и я была настолько ею поражена. Я хотела найти какую-нибудь книгу и почитать об этом, художественную литературу, но я не нашла ничего. Написано не было на русском языке, никаких романов художественных на тему Казанского ханства. И тогда я взялась за это сама. Я начала писать по ночам, потому что, естественно, сами большинство тут женщин, сами прекрасно знаете, как можно с грудным ребенком писать. Но очень быстро как-то у меня этот пыл пропал, потому что мне не хватало материала. Ну, у меня стоял такой выбор: либо я напишу какую-то сказку, где будет Сюндбека присутствовать, либо я должна взяться за это дело более серьезно, изучить материал. А на изучение материала у меня ушло на сбор, потому что тогда еще тоже очень мало было книг научной литературы по Казанскому ханству. И мне пришлось собирать очень долго этот материал, в библиотеках посидеть. На это ушло 15 лет. Вот после 15 лет я, значит, взялась за Сюндбеку. Она, несмотря на то, что трилогия — это последняя книга, идет по времени повествования, но книга была написана, тогда еще уже не было компьютеров, они только появлялись. Я написала это на такой большой канторской тетради. 2 канторские книги у меня были такие написаны. И думала, ну да, почитать своим друзьям просто. Ну, одна подруга мне сказала: слушай, ну это же вещь, давай покажем кому-нибудь. А кому показывать? Я даже не знала, где союз писателей находится, в принципе. Ну, меня привели к такому прекрасному человеку, может, кто-то из вас ее знает. Теперь уже, к сожалению, она нас покинула, Шагеева Розалина Гумеровна. Да, я пришла к ней. Меня привели, вернее, к ней. Она решила меня почитать только в обмен на то, что у нее возьмут щенка, которого она не знала, куда деть. Вот такой был обмен. А через 3 дня она позвонила мне в телефон, тогда еще телефон стационарный. И она мне говорит: а здесь живет писательница Ольга Ивановна. И я тут и рухнула. Вот с этого и началось. Она меня сподвигла на то, чтобы я написала все-таки про всех 3 цариц. И она была как бы первым читателем, первым редактором, первым критиком, хотя критиковала очень мало. Ей очень все нравилось, и она как бы заставила меня написать все 3 книги, но, к сожалению, вот первая книга, которую вы, может быть, видите в желтой обложке, она на наши деньги семейные вышла в 2002 году. Довольно большим тиражом, но как-то вот так вот не пошла. И поэтому 2-я, 3-я книга остались, ну, я о чем говорю, почему-то в начале 2000-х, тогда еще истории не очень сильно, похоже, интересовались. А уже в 2017-м Нур-Султан была напечатана в татарском книжном издательстве, и после этого, соответственно, вышла 2-я, 3-я книга и так дальше. На сегодняшний день, что я могу о себе сказать? Я почти 40 лет, больше уже 40 лет замужем. У меня 2 детей, у меня 3 внуков. Я сейчас уже 5-й год являюсь руководителем русской секции в Союзе писателей Татарстана. Это такая общественная нагрузка, которая, к сожалению, не очень мешает писать, но пока вот так. Пишу, потому что сейчас гораздо медленнее, чем когда-то. Вот, допустим, у меня Нур-Султан была написана вообще за 4 месяца. Когда был уже набран материал, и все уже было, я писала очень быстро. Сейчас это медленно. Сейчас у меня книга, к сожалению, за 1,5 года, может быть, выходит. Написано. Не выходит даже еще. Просто написано. И что я хочу посоветовать тем, кто пишет.
Но в первую очередь вы должны посмотреть, что вы пишете и как вы пишете. К сожалению, я как бы по своей уже работе, как руководитель секции, очень много встречаю людей, которые как бы считают, что если они что-то написали немножко, да, это уже шедевр. Всегда нужно относиться к себе критично. Я критику считаю страшной, я себя критикую всегда, почитаю, что думаю, за ерунда, готова все стереть, все выкинуть, а потом вроде перечитать через какое-то время, неплохо, и уже как-то там поправишь немного. Вот нужно к себе очень критично относиться и понимать, что ты пишешь, для чего ты пишешь и как ты пишешь в первую очередь. Только так вот, я считаю, просто писать. Писать стол мы очень многие пишем. Стол у меня, они пролежали почти около 20 лет, мои рукописи, пока они начали выходить. Вышли, как видите. И есть у них читатели, почитатели, чему я очень рада. А вы использовали архивные документы или только на основе литературы? Архивные, вот на тот момент у меня были только книги наших историков татарстанских. В архив меня, естественно, никто не пускал. Я же была не научный работник, не филолог. В принципе, у меня образование торговый институт. У меня нет специального образования, вот так вот. Ни литературных курсов никаких. Когда я писала, как раз мне Шавеева за ним умерли на этом пути, потому что я приносила прямо ей какими-то отрывками. Она тогда работала, то, что сейчас у нас библиотека, а тогда это был, знаете, красное здание, да, вот это вот она там работала замдиректором, и я к ней приносила вот такими отрывочками. И она меня, конечно, вдохновляла. Семья прочитала книгу уже, когда она была книгой, вышла уже книгой, только тогда как бы. Конечно, муж мой гордится, он по сей день всем рассказывает, встречным поперечным, что у него жена писательница. Очень гордится. Нет, он не творческая личность совершенно. Он когда-то 13 лет был директором Московского рынка. Поднимал его, если кто-то помнит, там было только здание, это вот он поднимал буквально из руин, сделал, в общем, Московский рынок. Сейчас он, конечно, еще краше стал. Вот самое сложное мне было описывать какие-то трагические моменты. Например, в Сюмбике, взятие Казани. Да? Я брала материал Будякова, он там довольно подробно описывает. Вот это вот нужно было пропустить через себя. Я просто в каком-то там жутком поту все время просыпалась, потому что у меня начальный мозг не спал, он все время писал. Я часто за собой такое замечала, я тогда еще очень мучилась с мигренями, и вот с мигренями, с этими, и вот я все это просыпалась по ночам, сидела, вся шаталась, моталась, и голова моя писала. Мне иногда даже казалось, что меня действительно кто-то сверху диктует. Потому что вот какие-то такие вещи происходили, когда я думаю, ладно, вот эту сюжетную линию я поверну там налево, направо, что-то сделаю вот так. А вставала утром и писать начинала совершенно другое. Вот это другое меня подводило к какому-то казусу, который я не знала, как к нему подойти. Что-то вот как будто вот сверху. И каждый раз очень сложно писать вообще исторические романы. Я знаю, что у нас в основном исторические романы мужчины пишут. Женщины, они могут любовно-приключенческие, там на исторической основе написать. А вот именно на серьезной основе, на научной, женщины, как правило, не берутся. Потому что это такой тяжелый труд очень. Я как бы здоровье-то прилично оставила на этом. Но мне это нравилось, меня это вдохновляло всегда. Вот, что я могу сказать? Но вот это самые трудные моменты, да, самые трудные моменты, вот, по крайней мере, в Сюмбике. И вообще, где вот битва, где нужно людскую кровь показать, людские страдания. Это сложнее всего, потому что если ты через себя не пропустишь, ты не напишешь так, чтобы читатель поверил. А ты прям вот должен там быть в этом веке, там скакать, там саблей махать, там еще что-то делать. А иначе, если ты пишешь, описываешь какого-то ученого древнего, у меня вот спина горбилась, у меня борода вырастала,
Вот как-то так. Я себя чувствовала в шкуре этого старика ученого, который сидит там в келье, в холоде, дрожит и чего-то там халамом выписывает. Без этого состояния, ну, я думаю, что сложно написать так, чтобы люди поверили. Ну, к счастью, у меня такие состояния приходили, и, к счастью, мне, наверное, все-таки удалось написать так, чтобы вам нравилось, и чтобы вы верили. Пересечение, как правило, в отношениях мужчин и женщин, как бы любовные эти истории, они все равно, как бы, сюжетные линии где-то всегда повторяются. Не может что-то быть такого, что ни у кого вообще никогда не было. Повторяется, конечно, вот тема гарем и, соответственно, правитель, который господин этого гарема. Но отличия большие есть, во-первых. Во-вторых, как-то вот у меня бывало иногда, что мне читатели говорили: а вы, наверное, сначала «Великолепный век» посмотрели, вдохновились и написали. Ну нет, потому что вся трилогия у меня была написана в 2001 году, а сериал турецкий вышел в 2013. Как бы кто кого вдохновлял, не знаю. Ну, конечно, потом, когда я смотрела, я как бы видела, да, мне нравилось, да, я видела какие-то моменты. Но вообще отличий достаточно много гарема Османской империи и гарема Казанского ханства. Это ведь Казанское ханство – это дочь Золотой Орды. А Золотая Орда в свое время, Улуг-Улус, как он назывался, там отмечали даже великие путешественники, которые проезжали, да, вот арабские путешественники всякие, они сравнивали с арабской страной, и несмотря на то, что там уже было мусульманство, они обращали внимание на то, что женщины там с открытыми лицами, что женщины там, ну, не совсем, может быть, наравне с мужчинами, но они могут свое какое-то слово сказать, они более свободны, может быть, и по природе, потому что это все-таки кочевой народ там в основном жил. Ну, во многом, как бы это было совершенно не похоже на Османскую империю, на женщин, которые ходили в чедле, которые, может быть, из гарема-то и вообще не выходили. В сериале-то немножко показано они совсем по-другому. Ну, об этом и говорят сценаристы, что они как бы... Ну, не могли они снимать женщин в полном чедле, нужно же было показать их лица, показать там игру актеров. Вот. А на самом деле, да, вот Казанское ханство этим отличалось. Потом уже у женщин была совершенно другая, как бы другой статус в Казанском ханстве. Они заседали в диванах, в государственных советах. И матери ханов, и жены ханов. Они, в общем, имели какое-то свое право говорить. И, соответственно, там такого ведь не было. Вы вспомните «Великолепный век», да, ее наказали только за то, что она подслушала, что там у них там на совете было. А здесь они, значит, они участвовали в заговорах, они возглавляли политические партии даже. Вот Нур-Султан, если взять, да, она возглавляла, придерживалась партии Союза с Москвой. Она хотела мира, хотела спокойствия для государства. А Фатима, другая старшая жена Ибрагима, хана Ибрагима, она придерживалась совершенно другой политики. И вот периодически хан Ибрагим менял свою политику. Если вы посмотрите, да, он то склонялся к миру с Москвой, то, значит, опять... Вот кто ворочил его шею, чтобы голова поворачивалась куда надо. Ну, до актрисы в своих мечтах я пока не дошла. И с одной стороны, фильм мне... С одной стороны, мне хотелось бы, а с другой, как бы, ну, когда я иногда вижу, что показывают в фильме не совсем то, что, допустим, написано в книге, да, мне как-то становится грустно и не очень-то хочется. Это должен быть такой режиссер, который тоже настолько проникнется вот этой темой и настолько будет правильно ее преподносить. Ну, пока вот на данный момент, конечно, в мечтах-то, может быть, это и есть, но я боюсь даже вот этого. Вот с этой стороны я даже боюсь, что покажет не так, как хотелось бы. Вот историки со мной согласны. Потому что действительно очень много вот переворачивают, не так преподносят. И
в общем-то, эффект получается не тот. Лучше уж тогда книгу прочитать, или научную литературу почитать на эту тему, и уже вот определиться. Соответственно, историческая литература всегда у меня была в приоритете. Я очень люблю любую историческую литературу всех авторов. Ну, в общем-то, и, конечно, таких как Дюма, романы Серж Галлон, это я тоже все прошла по несколько раз, это у меня так вот, хотя это и не совсем, в общем-то, такая историческая серьезная литература. Мне все и Пикуль нравится, все нравится, но вот именно я больше все-таки погружена в историческую литературу. Но что меня всегда беспокоило в исторической литературе, как бы не то, что беспокоило, а не совсем нравилось, то, что мужчины очень мало уделяют там внимания этой любовной теме. Она у них, они как будто ее боятся или стесняются, я не знаю. Я тоже старалась не показывать любовную тему в каких-то вот таких вот чересчур открытых. Она у меня такая вуалью закрытая тема, она вроде бы чувственная, это, ну, как будто вуаль накинута. Ну, непозволительно, я считаю, да, особенно вот именно мусульманское, описываешь государство, показывать там какие-то там непристойности. А мужской исторической литературы вот этого вот мне всегда не хватало. Мне очень не хватало, и поэтому я, вот, наверное, стала писать вот в таком ключе, чтобы любовные линии, они обязательно присутствовали и придавали, ну, в жизни, сами посмотрите, кто бы ни был, царь, не царь, там, хан, не хан, он же все равно рядом с ним женщина, всегда. Поэтому как это не описывать, это же жизнь. Скажите, пожалуйста, вот вы написали роман о Цюнбике давно уже, опираясь на литературу, которая была в то время. Сейчас, 25 лет прошло, появилась, наверное, новая какая-то информация, исследования ученых. Есть ли какая-то такая информация, которую бы вы хотели бы ее вставить в этот роман? Чего не хватило? Ну, я не знаю, вот из новой информации. Или вы полностью удовлетворены тем, что и вроде бы как все уже про Сюнбике сказано раньше было? Ну, во-первых, издана была Сюнбика в татарском книжном издательстве в 2019, по-моему, году или 2020, я сейчас точно не помню. В 2017 Нур-Султан вышел, в 2019 Гаухарша, в 2020 году. И к тому времени я, естественно, ее доработала. Я ее доработала с учетом уже как бы интернет нам помощь. И где-то я могла немножко и с историками пообщаться. Я общалась с Кузиным Фаязом Шариповичем очень тесно. Вот он тоже так меня всегда поддерживал. И ему очень нравится мое творчество.